Здравствуйте, я Пьер Кристиан Браше. Это новая программа о России, и я ее веду. Я здесь давно живу, здесь венчался, и русская свадьба для меня это достаточно известно. Но я хотел сегодня вам рассказывать с нашим гостем о свадьбе в Ингушетии, на Северном Кавказе. У нас в гостях кандидат исторических наук, научный сотрудник Института этнологии и антропологии имени Миклохо Маклай РАН, Танзила Чабиева. Танзила, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня как раз мы хотели просто понимать, что такое свадьба в Ингушетии, и сначала посмотрим маленький фильм для того, чтобы понимать вообще, что такое Ингушетия и где это находится. Давайте посмотрим вместе. Северный Кавказ, Республика Ингушетия. Столица – город Магас. Население республики более 500 тысяч человек. А всего ингушей по всему миру проживает более 700 тысяч. Ингушский язык относится к нахской группе языков. Вайнахи – это древнейший коренной народ Кавказа. Вероисповедание – ислам, суннитской ветви. Столетиями ингуши традиционно жили в родовых горных селениях. Строили большие каменные дома и сторожевые башни крепости, где спасались от врагов. Говорят, нет ингуша, который не строит семейный дом. И нет дома, где не слышны детские голоса. Все то, что вы видели в ролике, это действительно то, что бытует, существует в республике сегодня. Дело в том, что ингуши – это древнейший народ Северного Кавказа. Даже само название ингуши-галгай переводится дословно как «жители башен». Башни, которые сегодня сохранились в Горной Ингушетии, они делятся на два типа. Это боевые башни и башни жилые. То, что мы видели, это что? Это были и боевые, и жилые башни. Ага. Еще одной особенностью являлось то, что ингушей называют великими строителями башен. Иногда даже проводят параллели с великими известными нам пирамидами. По-моему, у нас есть как раз фильм об этом. А вот это жилая башня, жилой. Здесь люди жили. Вот здесь у них, вот здесь вход был. Вот наверх второй этаж, третий этаж. А когда строили вот эти башни, первые башни, которые строили такого типа, это когда? Это век 16. Одинаково по времени, как и Сан-Джиминьяно в Италии. Примерно, да. И цель была такой же, там, показать себя, как каждая семья должна быть строить такой башню. Да, демонстрация того, что да? действительно есть возможности и в плане финансовом, и в плане того, что есть люди, готовые построить такую башню. Демонстрация всего рода. Если мы будем говорить о семье, то это как бы не самая единственная ячейка общества, поскольку семья, она... Основной особенностью социальной структуры сегодня современного ингушского общества и древнего ингушского общества являлось понятие тейп. Тейп – это большое число семей, входящих в одну фамилию. Это не семья, это чуть больше. Это структура, которая состоит из нескольких семей, относящихся к одной ветви своего предка. А если мы говорим о свадьбе, значит, свадьба это между разных семей или тепы тоже? Это, вот, скорее всего, между тейпами. Между тепами, да? Между тейпами, ага. Да. Вот у нас есть сюжет как раз про свадьбу. В июле, перед месяцем Рамадан, ингуши спешат сделать то, что откладывали весь год. Старшие рода следят, чтобы все прошло по обычаю. Невеста в традиционном ингушском свадебном одеянии.
За ней приехали друзья жениха в сопровождении старших рода. Иголка в подоле платья – это защита от сглаза, порчи, злых духов. Потом на горной реке она проткнет этой иголкой яйцо и разобьет его о речные камни. Дай Аллах, чтобы ты была счастлива, будь хорошей женой, ради много крепких детей. Ни один мужчина не должен увидеть лица невесты. По традиции, родные невесты остаются, так и не увидев будущего зятя. А она навсегда покидает свой дом. Заключение брака в республике происходит по двум основным моментам. Это либо сватовство, то есть такое официальное бракосочетание, либо умыкание невесты, то есть кража невесты. Даже после того, как молодой человек определится с выбором, семья со стороны жениха начинает рассматривать все возможные варианты и вообще из какого рода, из какого тейпа невеста, насколько это достойный тейп, что представляет из себя семья невесты, нет ли у них каких-либо кровных нерешенных вопросов, допустим, кровной вражды. То есть учитываются все моменты. Поэтому, когда невеста выходит замуж, говорят, что она выходит не за молодого человека, а за весь его род. Вот такое впечатление складывается. И первый этап — это когда со стороны жениха находится представитель, которого отправляет достойный представитель. Это может быть либо сосед, который хорошо знает две семьи, либо ближайший родственник. И... Это послом такой, да? Да, это некий посол доброй воли, да. Его миссия действительно очень значима, то есть она высока. И как только этот человек отправляется, значит, к стороне невесты, он должен побеседовать с родителями невесты, в данном случае с отцом, или если нет отца, то с ближайшим дядей. Старики между собой, взрослые люди, то есть они приходят к общему знаменателю, так сказать, принимают решение в случае, если, допустим, сторона невесты не хочет выдавать свою девушку именно этому, так сказать, кандидату, то она очень вежливо отказывает или говорит, что есть определенные нюансы, что, к примеру, девушка должна выучиться до конца, получить образование, устроиться на работу. Но это скажет папа. Это скажет Она папа. сама не решает Нет, здесь. нет. А вы родились, я так понимаю, в Ингушетии и переехали в Москву. А вас там не украли? Дело в том, что как попытки кражи не было, но, к примеру, возможность сватовства, она была. То есть особенно после того, как вроде как получила образование, и уже дальше уже казалось идти некуда. Но все-таки, вот, наверное, моя семья — это такой эксклюзивный случай, когда отец все-таки учитывает интересы детей, и был такой небольшой договор между мной и моим папой, что он мне даст возможность получать дальше образование, то есть учиться и дальше и уехать, да, за пределы республики. А взамен этому я потом просто приму то решение, которое он посчитает необходимым. То есть он для меня найдет молодого человека. Но пока он не нашел. Пока он ищет хорошего. Он, видимо, еще в поиске. Да, Да, интересно. И мама не решает ничего. И, ну, вы знаете как, если мы говорим о прошлом, то тогда действительно это имело значение. Но на современном этапе, в настоящее время, все-таки мнение девушки учитывается. Поэтому перед тем, как дать окончательный ответ о стороне жениха, как правило, родители спрашивают у дочери, согласна ли она, или, может быть, у нее есть какие-то другие варианты. Как только будет окончательный данный ответ, сторона жениха приезжает, и уже происходит официальное, так сказать, сватовство. Начинается оно с того, что они привозят с собой барашка, значит, какие-то продукты, допустим, там что-то из сладостей, накрывается стол, и они действительно заключают такое вот соглашение между стороной жениха и стороной невесты. Назначается дата официальной свадьбы, но чаще всего назначает сторона жениха.
В это время невеста считается засватанной. То есть ее ни в коем случае не может прийти другой молодой человек засватать. Если в случае, если ее в это время украдут, то чуть ли не объявление кровной мести. И что дальше тогда? Дальше происходит то, что раньше, если невеста, допустим, была украдена, и ее не могли ее родственники найти в течение суток, ее автоматически, можно так выразиться, оставляли уже там, поскольку она считалась уже, ну, так сказать, уже официальной женой этого молодого человека. То есть ее не возвращали, даже если она была против. Но в настоящее время у нас в республике бытует все-таки ислам как религиозный фактор. И, конечно, муфтият против такого рода дела. Поэтому все-таки невесту возвращают в дом, ее отчий дом. И жених сам подходит и говорит, что он обещает ей горы золота кавказские, и чтобы ей было трудно отказать. Да, нередко действительно девушка соглашается. Но ее украдут только если она откажет. Допустим, семья малоимущая, то есть нет средств для того, чтобы обеспечить свадьбу. А свадьба кавказская – это такое явление пышное очень и требующее огромных затрат. В таком случае она просто дает молодому человеку знак, что она готова. Классическая кавказская свадьба – это нечетко регламентированное число гостей. То есть, как, допустим, в европейской свадьбе. Здесь невозможно рассчитать, сколько будет людей, поэтому растраты бывают огромные. Накрываются столы не только в доме жениха, но и в соседних домах, потому что людей очень много. Число гостей может колебаться от 300 до 1000 человек, в зависимости от того, насколько большая семья, да, и сколько ближайших родственников. Потому что 2 свадьбы играются. В доме невесты одна свадьба, и в доме жениха. Видели, да? Да, Вот то, что мы видели, это был дом невесты. Потом забирают сторона жениха и привозят ее в дом жениха, соответственно. Вот как раз вот мы сейчас посмотрим. Давайте. Весь род собрался в ожидании невесты. Приехали из ближних и дальних сел, городов, республик. Но прежде чем невесту отведут к любимому, его мать и женщины рода должны убедиться в умении новой хозяйки. Все должно пройти по традиции. Если мать мужа встречает медом, значит, она обещает счастливую жизнь. По традиции, будущая жена должна быть молчаливой и умелой. А здесь не присутствует семьи невесты? Нет. Нет совсем. Ну, расскажите, значит, вышла девушка из кортежа и вошла в дом. Значит, этот кортеж состоит, как правило, из нескольких машин. В одной машине присутствуют старейшины и мулла, который должен в последний момент, в последний раз просить у девушки окончательного ее согласия на то, чтобы она стала женой жениха, значит, который, собственно, к ней сватался. А в другой машине будет молодежь, и в данном случае особую роль там играет девушка и молодой человек. Они обязательно должны быть при родителях, то есть это не сироты, и молодой человек и девушка должны быть не женаты. Девушка в тот момент, когда заходит в дом невесты, она должна провести следующую процедуру. Она берет за подол невесты, значит, вернее, подол невесты и прокалывает иголочку. И это вот то, что мы видели сейчас в ролике, символизирует несколько
такой момент, чтобы ее не сглазили. Вот. И дополнение ко всему, обязательно ей за пазуху должны, так сказать, поместить платочек, беленький платочек, куда будет спрятана монетка серебряная. Это такой некий символический подарок со стороны будущего мужа, жениха. И, в общем, укладывать здесь ей в халатик в свадебный. И это те элементы, которые, значит, предметы, которые женщина, как правило, хранит в доме жениха на протяжении всей своей жизни. Несколько такой вот, кто считает амулетом, а кто просто памятью такой приятной. И на этом практически процедура девушки заканчивается. Но тут появляется молодой человек, который, прежде чем вывести невесту из дома, должен обязательно спросить среди тех девушек, которые находятся рядом с невестой, кто ее наряжал. И как только такая девушка говорит, я наряжала ее, он достает для нее определенный подарок. Это чаще всего бывает денежная сумма. Да, сегодня я постаралась привести, значит, национальный свадебный костюм, но сделаю с такой небольшой ремаркой, что это все-таки танцевальный костюм, но основные элементы в нем все-таки сохраняются. Хорошо. Вот это наша Настя. Я, наверное, Прекрасно. привстану и расскажу. Да, давай, значит, рассказывай. свадебный костюм состоит из двух элементов. Это, в первую очередь, значит, внутреннее платье, которое вы видите, и сверху такой халатообразный наряд. Дело в том, что внутреннее платье выглядит следующим образом. Это обязательно наличие длинных рукавов, и оно несколько прилегает. Платье обязательно должно быть длинным. И шьется оно, как правило, из дорогой шелковой ткани. Свадебное платье национальное, оно все-таки белое, иногда может быть немножко золотистого оттенка. Но вот примерно оно вот представлено таким образом. Обязательно наличие такого нагрудника. Он, как правило, изготавливается из серебра. И это очень такое, знаете, ювелирное изделие с добавлением драгоценных камней. И обязательно наличие такого пояса, который тоже изготавливается, как правило, из серебра, обязательно с таким национальным орнаментом. Сверху, как вы видите, халат, он шит таким образом, что рукава обязательно должны быть длиннее основания платья. И рукава немножко закругленные к низу. Помимо этого, из ткани, которая шита вот сверху халат, из этой же ткани обрабатывается шапочка. Вы видите, она немножко конусообразная. И сверху такая вот небольшая тоненькая шаль, которая вот в ролике мы видели, когда невесту выводили из дома, поверх основной шали накрывали дополнительную. дополнительную. Я объясню. Дело в том, что когда выводят невесту, она ни в коем случае не должна столкнуться взглядом с, допустим, с родителями, со старейшинами, поскольку она проявляет такую скромность. А с другой стороны, если мы, так сказать, обратимся к язычеству, чтобы ее, не дай бог, не сглазили. И в тот момент, когда ее уже вводят в дом жениха, с нее вот это верхнее покрывало снимают, и она уже во всей своей красе предстает перед родственниками жениха. Вот, пожалуй, такой основной момент. И дело в том, что обязательно в данном случае мы нашу девушку не нарядили перчатками, но обязательно у невесты должны быть перчатки, поскольку, да, когда молодой человек выводит ее из дома, поскольку он прикасается правой рукой к правой руке невесты, он ни в коем случае не должен к ней напрямую прикоснуться. Также из машины. Спасибо, Настя. Спасибо. А вы как будете одеваться, когда вы будете... Это хороший вопрос. Наверное, поскольку как историк, как этнолог, наверное, человек, который трепетно относится к традициям, я, наверное, все-таки в традиционном свадебном костюме, поскольку мне кажется, что не должен этот элемент вымирать в культуре, поскольку культура — это все-таки значимый фактор для любого этноса, а ингуши по численности это малочисленный, за тавтологию, этнос, народ, поэтому если мы не будем сохранять культуру, то, как правило, мы потеряем свою историю некую. Поэтому я, наверное, все-таки буду в свадебном национальном традиционном костюме. Не поедете в Париж? А вы рассказывали, что в кортеже есть еще и мула, который вместе с невестой приедет. А где он присутствует? В каком моменте он появляется в тот момент, когда они приезжают за невестой. То есть в доме невесты, как правило. Дело в том, что роль мулы, она действительно значительна. Особенно с принятия ислама ингушами. Ингуши — самый последний народ, который принял вообще ислам, вообще в тотальном отношении. То есть, и с этого момента... Это как это было? Это был конец 19-го, начало
20 веков, поэтому роль ислама с этого момента очень значимая. И присутствие муллы на любого рода мероприятиях, оно становится очевидным. То есть без этого никак не обойтись. Когда выводят невесту, то молодой человек правой рукой держит правую руку девушки-невесты и очень аккуратно выводит ее из дома. Сама же невеста должна перейти порог как своего дома, как от дома жениха, обязательно правой ногой. Далее Этот мальчик, кстати, он не является, он не будущий муж. Он Нет, просто он не друг, будущий муж, потому что жених отсутствует на протяжении всей свадьбы. Вообще? Да, вообще отсутствует, да, в течение 3 дней он не присутствует. После окончания вот 3-дневного праздничного вот этого мероприятия он появляется в своем доме, но и то... В конце праздника, так сказать. Просто он находится по соседству, и в это время он со своими друзьями, то есть точно так же отмечает, как и все остальные, день празднования, так сказать, свадьбы. Но без нее. Без нее, без невесты. Это такой пир на весь мир, как говорят обычно, потому что накрывается большое число столов, и много комнат занимает для этого, потому что очень много гостей, которые приехали на свадьбу, всех их нужно угостить, накормить. При этом учитывается, что отдельное помещение выделяется для женщин, то есть обязательно женщина отдельно, мужчина отдельно. Вот вы рассказывали чуть-чуть про еду и тоже, вот как все это происходит. Давайте посмотрим маленький ролик, где мы как раз видим, что готовится на празднике. Свадебные котлы или на похоронах исключительно мужчины. К этому котлу никогда женщины не подходят. Чаще всего этот котел – прерогатива племянников. Он должен сделать все максимально очень хорошо и на похоронах, и на свадьбе, независимо от его финансовых возможностей. Он не имеет права ни стариться, ни беднеть. Традиционное ингушское блюдо называется чапальгиш. Делается из пшеничной муки. И тесто готовится очень просто. Добавляется в кефир добавляется муку. Чаще всего лепешки делают с сыром, с картошкой. Летом, так, когда очень много трав, делают с добавлением разных трав. Старшее поколение исключительно любит вот такую еду. Вообще это традиционно готовится, когда приходят гости. Каждый день, если хорошая хозяйка, потому что это достаточно трудо... Да, вот это трудоемкая работа. На ингушском называется дулха, это мясо, халтам, галушки. Для почетных гостей, вот особенно на свадьбах, обязательно преподносится курдюк, голова, баранья. Потом всем сидящим за столом подходят молодые люди, обслуживающие, и нарезают тоненькими ломтиками. Вот вы видите, старики отдельно, да? Старики отдельно, Старейшины отдельно. женщины отдельно, Да. и дети отдельно. И дети отдельно. Танзила, но все-таки брачная ночь, как получается и когда? В идеале свадьбу играют в воскресенье. То есть, как правило, все свадьбы играют в воскресенье. То есть последний день недели. Встреча молодого человека со своей невестой происходит во вторник. То есть, как правило, такой классический вариант. Значит, воскресенье, понедельник, вторник. Да, то есть получается третий день, вечер 3-го дня. Да. Значит, после того, как супруги встретятся этой ночью, на второй день они ведут себя, как ни в чем не бывало. То есть они проявляют уважение и скромность. Молодой человек старается не попадать на глаза своим родственникам. То есть он опять начинает скрываться. Практически он скрывается в течение 2 недель. Помимо этого, сохраняется обычай избегания женихом, зятем, значит, тещи. То есть никогда, наверное, единственный народ, даже не наверное, а точно единственный народ, который следует традиции избегания зятем своей тещи, это как раз вот среди ингушей бытует до сих пор. То есть никогда на протяжении всей своей жизни зять не встречается с родственницей, с матерью невесты, он ее избегает, даже на общих мероприятиях. И между собой там... Они не общаются. Они не общаются? Нет, на протяжении всего времени не общаются. А вот вообще как свадьба будет через 100 лет? Что-то изменится? Я думаю, что все-таки сохранится основное содержание национальной ингушской свадьбы. Не утратятся элементы
обрядностей и традиций. Европеизация, она, конечно, коснулась культур северокавказских народов в том отношении, что и наряд немножко видоизменяется, и появляются новые какие-то традиции, там, кидание букета, допустим, или появление все-таки жениха в ингушской свадьбе, пока он еще не появляется, еще держится, скрывается. Но все-таки такие понятия, как скромность, уважение, трепетное отношение к старшему поколению, оно незыблемо, оно в течение длительного времени, оно существует, и мне кажется, оно крепнет день за днем. Немножко просто внешне все-таки, я думаю, будут изменения, но основное содержание, основной костяк, он будет сохраняться. По крайней мере, я в это верю. Прекрасно. Сегодня мы вместе с вами узнали, как происходит свадьба в Ингушетии. И Танзила нам очень вкусно и интересно рассказывала, как происходит свадьбу у ингушей. Это было очень интересно. А как говорит во Франции, любить – это еще интересоваться. Au revoir. Скоро увидимся.